В эфире «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутии продолжает действовать особый порядок продажи топлива на автозаправочных станциях. На данный момент в пути находится 1304 вагона с топливом. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив встретился с победителями грантов из Якутии. Свои проектные работы представили разные организации и творческие команды. Ленский район с рабочим визитом посетила министр образования и науки республики Нургуна Соколова. Узнаем об итогах встречи. Во время летних каникул школьники обретают новые навыки с Южно-Якутским технологическим колледжем. В поселениях Нерюнгринского района проводятся мероприятия для молодых людей. В Национальном художественном музее открылась выставка «Жизнь как птица», посвященная 80-летию известного якутского художника-графика Азали Саргоевой. Коллектив филиала РТРС в Якутии отметил 25-летний юбилей за заслуги в развитии телевидения и радиовещания. Коллектив награжден орденом почета по указу Владимира Путина. А главному инженеру якутского филиала Виктору Пашину присвоено звание «Почетный работник РТРС». Директор филиала подчеркнул, что за четверть века в стране создано единое информационное пространство и налажено бесплатное цифровое вещание. Сейчас россияне могут смотреть 20 телеканалов в идеальном качестве. В Якутии работу обеспечивают 211 станций. Они охватывают более 95% населения республики. Якутская транспортная прокуратура взяла под контроль массовые задержки рейсов авиакомпании «Якутия» в аэропорту Якутска. Вылеты по ряду внутренних и межрегиональных направлений, включая Москву и Санкт-Петербург, перенесены на 13, 14 и 18 августа. В здании аэровокзала организован личный прием граждан для защиты прав пассажиров, а также работает горячая линия Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» в Мирном продолжается строительство нового аэропортового комплекса, ввод которого в эксплуатацию намечен на 2027 год. На данный момент строительная готовность пассажирского терминала, грузового узла и топливозаправочного комплекса превышает 90%. Там ведутся отделочные и пусконаладочные работы. До конца текущего сезона планируется завершить бетонирование взлетно-посадочной полосы, на которой ранее были применены специальные технологии термостабилизации грунта. Обновленная инфраструктура, создаваемая при поддержке компании «Алроса», позволит аэропорту принимать все типы современных воздушных судов без ограничений и повысит безопасность полетов в Алмазном крае. В Якутии продолжает действовать особый порядок продажи топлива на автозаправочных станциях. На данный момент в пути находится 1304 вагона с топливом для пополнения запасов. Всего на территории Якутии действует 182 заправочные станции. Для равномерного распределения бензина и дизеля действует ограничение его выдачи в канистрах и переносных тарах. Для аварийно-спасательных и экстренных служб, а также участникам специальной военной операции предусмотрен приоритетный порядок обеспечения топливом. Правительством республики ведется постоянная работа с Министерством энергетики России и Министерством развития Дальнего Востока и по вопросам стабилизации поставок. Цены на нефтепродукты на территории республики формируются рынком, однако в арктических районах действует государственное регулирование торговых надбавок. Правительством республики контролируется обоснованность ценообразования и недопущение необоснованного роста розничных цен. Ситуация с топливообеспечением в республике находится под постоянным контролем правительства республики. Запасы достаточно, поставки осуществляются по утвержденным графикам. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретился с победителями грантов из Якутии. Так, свои проектные работы представили разные организации и творческие команды столицы и районов. Подробнее о встрече и о реализуемых проектах в сюжете Тимур Колмогоров. С начала появления программы президентских грантов Фонда культурных инициатив поступило порядка 200 различных заявок из Якутии, 140 из которых уже получили поддержку. Среди них культурные, исторические, образовательные проекты. В их числе международный фестиваль «Книжный ветер».
Библиотечная система города Якутска ежегодно подает заявки на участие в различных грантах, в том числе и на президентский фонд культурных инициатив. И мы стали победителями для того, чтобы реализовать данный фестиваль. И в этом году он прошел во второй раз. Ведь первый раз был в 2024 году и проходил в таком классическом формате книжной ярмарки. В этот раз мы его решили расширить, провели по 4 направлениям для того, чтобы продемонстрировать, что точки входа в литературу самые разнообразные, и у нас были представлены 4 направления. Это текст, иллюстрация, экранизация и архитектура. Не менее интересным проектом стало культурное наследие Якутии на острове Сахалин, организованный Музеем музыки и фольклора народов Якутии. Используя современные технологии в интеграции с якутскими традициями, он призван показать культурный код региона. Ранее же музеем в рамках президентского гранта культурных инициатив был организован кочующий музей. На сегодняшний день у нас 5 проектов выигранных через президентский фонд культурных инициатив. Первым проектом у нас стал межрегиональный проект «Кочующий музей». Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив на сегодняшний день мы объездили более 20 регионов, более 30 городов нашей страны и охватили более 100 тысяч зрителей. В этом году мы уже 2 заявки тоже направили. Логическое предложение нашего кочующего музея, но не как культурно-просветительского турне, а как масштабная экспедиция по Дальнему Востоку. В районах Якутии также немало интересного. В Усть-Алданском улусе реализуется исторический проект о народном кузнечестве, где мастерство передавалось от отца к сыну не менее 5 поколений. Передаются от истории, да, от 17 века наши мастера, кузнецы занимались ковками, поэтому передается от предков, передавались, поэтому это наше наследие, это, как бы сказать, уже у нас опыт есть. Молодые сейчас ребята уже знают, как это делать. Ножи делаем, хомусы делаем. Недавно же в Якутске открылся проектный офис фонда. Там авторам и творческим командам будет оказываться прямая поддержка, что качественно скажется на создании проектов. Первая задача – это, конечно, чтобы у тех лидеров творческих проектов, которые еще не были поддержаны, была возможность прийти, обсудить, какие ошибки были допущены, и уже более успешно подойти к следующим кампаниям заявочным. Вторая, очень важная, это работа с районами, потому что очень много заявок из Якутска, но на самом деле нужно делать так, чтобы вся Якутия могла участвовать. Уже сейчас по итогам 2 конкурсов 2026 года республика стала лидером на Дальнем Востоке по количеству поданных и выигравших гранты заявок. С началом работы офиса уникальных проектов станет только больше. Тимур Калмогоров, Артумен Наговицын, Якутск. От первых землепроходцев до генетики древнего человека глава Якутии в преддверии профессионального праздника встретился с лучшими представителями профессии. Ученые представили проекты по исследованию археологических памятников 17-18 веков, связанных с освоением территории Якутии русскими землепроходцами и продвижением России на северо-восток Азии, к Тихому океану и Русской Америке. Отдельные специалисты рассказали о современных методах изучения древнего населения Якутии. В частности, речь шла о генетических исследованиях и 3D-реконструкции на примере археологического комплекса Кердюген. Важно услышать интересы, важно услышать предложения археологов о необходимых научных исследованиях в области археологии, потому что здесь в недрах Якутии хранится наша история, и важно эти исследования регулярно проводить и придавать общественности в целом для познания. И сегодня здесь собрались ученые наши, которые расскажут о своих инициативах. Это очень интересные инициативы, которые направлены на увековечение нашей истории и передачу их будущему поколению. Министерство просвещения России не планирует отменять домашние задания для школьников, так как они необходимы для закрепления пройденного материала. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, подчеркнув, что систему выполнения заданий на дом продолжат совершенствовать. В министерстве также напомнили, что норма об отсутствии домашних заданий для первоклассников действует в стране еще с 2021 года.
Ленский район с рабочим визитом посетила министр образования и науки Республики Саха-Якутия Нургуян Соколова. Она посетила учреждение образования, побывала в Ленском технологическом техникуме, детском саду, коррекционной школе и в лагере «Алмаз». Подробнее о встрече далее в сюжете. Второй день рабочей командировки начался с объезда учреждения образования. Сначала министр посетила детский сад «Теремок». Для высокопоставленной гости была проведена экскурсия по группам. Начальник районного управления образования рассказала министру о создании территориально-образовательного комплекса и его работе. За эти полгода внедрения такого проекта очень даже значительные эффекты. Во-первых, конечно, это административно-управленческий единый аппарат, который может уже регулировать саму экономику всех садиков. При этом это еще и оказывается очень хороший эффект в части кадровой составляющей, когда узкие специалисты могут обеспечивать соответствующее сопровождением ребят в любом детском садике. Далее министр отправилась в коррекционную школу. Директор образовательного учреждения Елена Тарбаева показала учебные кабинеты, рассказала о работе учреждения, о спонсорской помощи и об участии в грантах, на средства которых регулярно обновляется материально-техническая база. И выиграли грант. Единственная, нет, не единственная, одна из первых, да, школ. Почти около 3 миллионов мы выиграли гранты. Выиграли, молодцы. И вот все это закупаем, шьем, дети сами все шьют. Очень нравится. Также министр посетила детскую оздоровительную базу «Алмаз», побывала в Ленском технологическом техникуме и их новых мастерских. Знания наших студентов под потребности компаний. Это очень радует. Более того, в образовательные программы Ленского техникума, так же как и по всех техникумах по нашей республике, будут внедрены новые элементы, которые веяние времени, это искусственный интеллект, это беспилотные летательные аппараты, которые в том числе необходимы практически во всех отраслях экономики нашей республики. Нургуян Соколова высоко оценила работу образовательных учреждений района и подготовку объектов к новому учебному году. Светлана Балеева, Ленск. Во время летних каникул школьники обретают новые навыки с Южно-Якутским технологическим колледжем. В поселениях Нерюнгринского района проводятся мероприятия для молодых людей в рамках интенсивного образовательного проекта «Прообраз». Все желающие с энтузиазмом погружаются в новые виды деятельности. Мы рады приветствовать вас. Нам приятно, что вы нашли время прийти к нам под наш уютный шатер для того, чтобы принять участие в образовательном интенсиве «Прообраз». Проект «Прообраз» значит про образование, про получение практических навыков, про получение теоретических знаний и про новые знакомства, которые можно завести в ходе совместной деятельности. Он прежде всего объединяет различные направления творческой и общественной деятельности для того, чтобы внутри поселений Нерюнгринского района провести различные формы мастер-классов, дать практические навыки учащимся внутри поселения, детям, которые ходят в школы в летний период. В программе образовательного интенсива принимают участие спасатели, представители социального проекта «От сердца к сердцу», а также студенческий актив колледжа. Ребят знакомят с ключевыми направлениями образовательно-просветительской деятельности. Это волонтерство, патриотизм, медиа-активность, спорт, профориентация. Направлений у нас вообще много. У нас есть направление как футбольное, спортивное, также есть направление ВКС, помогающее спасателям донести до молодежи, как надо себя вести при первой помощи. Также помимо этого есть благотворительные программы, как помощь СВО. Встречи со школьниками уже прошли в поселках Чульман, Серебряный Бор и Беркакит. Отметим, что «Прообраз» – это не просто серия занятий, это особая образовательная среда, где каждый участник может попробовать силы в решении реальных задач. Всего есть 2 зоны, за которые можно коснуться человека. Это рука до плеча, вот так, и это нога до колена. Если он неудобно лежит, вот так. Молодой человек или за плечо. Новый проект дает молодым людям новый импульс развитию профессиональных навыков и креативного мышления. Организаторы планируют сделать этот образовательный интенсив регулярным, расширяя спектр направлений и привлекая еще больше заинтересованных жителей района. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
В лагере «Сосновый Бор» стартовала профильная смена «Время первых лидер». В этом году в ней принимают участие 130 ребят из 22 районов Якутии. Здесь школьникам дается возможность не только отдохнуть, но и получить новые знания. На торжественном мероприятии побывала наш корреспондент Диана Антонова. Уже с первых дней в лагере ребята заводят новых друзей, делятся на отряды и работают над первыми совместными проектами. Каждый из них заряжен энергией и готов к новым знакомствам, знаниям и впечатлениям. Настроение отлично. Вот первый день я когда сюда приходил, еще не знал, в какой отряд меня отправят. Но вот я встретил свою вожатую, и меня отправили во второй отряд. Там я с ребятами подружился, все отличные, классные, дружные. Наш отряд, вся смена просто очень хорошие люди. Я нашла очень много друзей. Кстати, я стала командиром. Я вообще была в шоке, очень рада была. Очень хорошие впечатления. Мне кажется, будет очень много воспоминаний из этого лагеря. Для многих ребят эта смена станет первым опытом участия в масштабной лидерской программе «Движение первых». На этом пути их будут сопровождать 7 вожатых педагогического отряда «Соснового Бора» «Душа Севера». Их ждут 21 увлекательный день, где они смогут познакомиться с «Движением первых», познакомиться с его проектами. И самое главное, они смогут воплотить все свои мечты в жизни. То есть, помимо того, что они будут изучать, они будут и делать. И самое главное, не поодиночке, а вместе. В Якутии эта смена проводится еще с 2023 года. В этом году в программе «Туризм», проектная и организаторская деятельность, обучение медиакоммуникациям и первым медицинским навыкам. Вместе с тем участники будут развивать навыки командной работы и лидерские качества. Конечно же, пройдут активности по нашим проектам. Это первая помощь, всероссийский проект. И ребята будут ходить в походы в рамках проекта «Походы первых больше, чем путешествия». В этом году «Движение первых» организует большой флешмоб, который посвящен большим праздникам. И накануне Дня флага ребята будут танцевать большой танец. Смена «Время первых» продлится до конца этого месяца. Впереди учащихся ждут новые знания, яркие идеи, полезные знакомства и первые лидерские победы. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск. Около 2000 детей в этом году приняли участие в профориентационных турах в Якутии. Речь идет об экскурсиях по разным предприятиям столицы республики и в улусах. При этом посещают школьники как ведущие мероприятия страны, так и небольшие производства и организации. На одной из таких экскурсий побывала и наш корреспондент Саргалана Неустроева. Мало кто из школьников представляет работу в библиотеке такой, какая она есть на самом деле. А ведь это не только про выдачу книг, но прежде всего про любовь к чтению и к литературе во всех ее проявлениях. Последнее особенно актуально для республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих людей, где впервые прошел профориентационный тур школьников. Наша библиотека для них стала большим открытием. Они увидели работу специальной библиотеки изнутри. И, конечно же, самое главное, поняли, что культура не имеет границ, и она должна быть доступна абсолютно каждому человеку. Здесь для ребят организовали игру по станциям и рассказали интересные факты о работе. К примеру, вы знали, что существует якутский шрифт Брайля? Ребята вот впервые услышали об этом в библиотеке. Стоит отметить, что задачи привлечь именно этих школьников на работу у специалистов не было. Большинство из детей здесь либо закончили 9 класс, либо стали девятиклассниками. И у них еще есть время подумать над будущей профессией. Я все еще в раздумьях. Ну, у меня особо пока что мыслей насчет этого нет. Но я пришла на эту профориентацию, поэтому я была бы рада узнать. Это очень интересная библиотека. Но я даже как-то рада, что типа такая библиотека существует для слабовидящих и незрячих. В общем, зерно для дальнейших раздумий было посажено. А там, кто знает, вдруг среди этих будущих ребят кто-то действительно устроится сюда на работу. Впрочем, нехватки кадров библиотека не испытывает, чего не скажешь о других предприятиях.
Я призываю работодателей тоже заходить в наши проекты, участвовать как работодатели, да, чтобы мы могли привести школьников к вам непосредственно в организации и лично пообщаться с ними, чтобы они могли задать вопросы о тонкостях вашей работы и увидеть профессию изнутри, и в будущем уже прийти к вам полноценными квалифицированными кадрами. Как отмечают в Центре занятости населения республики, специалисты продолжат проводить профориентационные туры. А значит, у работодателей есть возможность, скажем так, захантить будущего специалиста уже сегодня. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии более 46 тысяч молодых людей стали держателями пушкинских карт, что составляет 36% от общего числа молодежи республики. В Якутске охват программы достиг 85%, а среди районов лидируют Татинский, Амгинский и Намский улусы. За первую половину этого года по картам было посещено более 8 тысяч мероприятий, а общая сумма продаж билетов превысила 30 миллионов рублей. Лидерами по посещаемости стали Саха-академический театр, Национальный художественный музей и Центр народного творчества «Алгыс» в Намском улусе. На данный момент к программе подключено 191 учреждение культуры, и в ближайшее время этот список пополнит Государственный цирк республики. В Национальном художественном музее открылась выставка «Жизнь как птица», посвященная 80-летию известного якутского художника, графика Азалии Саргоевой. На ней представлены лучшие работы автора, которые не ограничиваются одним стилем. Среди них есть как абстрактные, так и глубоко реалистичные. За все время своей деятельности художница написала более 100 произведений, которые выставлены не только в Якутии, но и по всей России и даже за рубежом. В основном на картинах изображены люди и природа, а написаны они самыми разнообразными средствами – гуашь, акварель, пастель и тушь. Название такое смысловое очень, философское. Как бы простые слова «жизнь как птица», промелькнувшая в окне. Но эти слова сказала мать художника. Произведения, они очень лиричные, они адресованы к душе человека, открывают как бы и твой внутренний мир, и художника, ее мирочувствование. И они как бы апеллируют именно к красоте, гармонии мира и пробуждают это тоже и в человеке. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.